Вот уже 14 лет уфимские мастерицы по вышивке крестиком занимаются в народном клубе «Шедевр». Надо как-то о наших руках стихотворение написать. И написала оду. Молодец. Сейчас я вам ее прочитаю. Ах, вы, руки мои, руки, что творите вы, друзья? То пейзаж вы сотворите, то портрет, то вензеля. В моих руках могущество безмерно. Цветными крестиками они могут тайну вышивать, да просто создавать шедевры. И этим жизнь свою я буду украшать. Мы вышиваем по схемам, но музыкант тоже играет по нотам, которые написал за него другой композитор. И это получается искусством. Вот на мой взгляд, вот это вот музыка, переложенная в нитки, в краски, и мы ее тоже играем как по нотам. У каждой мастерицы свой органайзер для мулине, ведь для вышивки одной картины используется от 40 до 70 ниток самых разных цветов. Ниточки вставляются в эту прорезь, и они уже никуда не денутся, да, не путаются. Очень удобно. И каждому цвету можно просто иголочки свои подобрать. Это не я сделала, это сделал муж, супруг. И гвоздички. Ну, мне вот что нравится, очень плотненько ниточки вставляются, то есть она никуда не девается. Вот тоже удобно. Ну, здесь принцип Члены клуба «Шедевр» общаются по интернету с коллегами со всего света. Они работают по программе «Паттенмейкер», создавая совместные композиции, участвуют в выставках и международных конкурсах. Каждый что-то выискивает в этой программе, каждый. И обмениваемся. Вот даже сегодня мы собрались, и вот Слава подсказала, как можно не просто значок один выделить. Черно-белым, а цветным. Да, черно-белым, а сделать его цветным. Вот для меня сегодня это было открытие, и, конечно, это намного еще больше облегчит работу. Во-первых, появились очень хорошо разработанные схемы, так что вышивку не отличишь от каких-то других произведений искусства. То есть вот эта программа дала возможность вышивать гораздо более сложные, гораздо более интересные вещи, которых нет ни у кого. И вот те картины, которые сейчас мы вышиваем, по картинам художника Леонида Ефремова, вот, допустим, это танго, который я вышила, я бы тоже, наверное, не решилась вышить. На которые, может быть, мы не решались бы даже взяться за такую работу. Да их и не было просто. Да, и не было. А сейчас вот именно с компьютером, изучением интернета мы все это находим, изучаем и применяем, конечно, в своем творчестве. У нас сейчас есть возможность пообщаться с такими же вышивальщицами со всей России, что-то от них почерпнуть, что-то им показать. То есть нам же, в общем-то, нужно, чтобы нас еще и похвалили. А кто похвалит лучше, чем своя же подруга-вышивальщица? Все чаще в клуб «Шедевр» приходят молодые умелицы. Они придумывают новые проекты, вышивают по фотографиям и картинам художников. Все мы приобрели компьютеры, и все мы стали работать именно с ними в интернете, именно по программе по вышивке крестом. Называется «Паттенмейкер». И у нас в клубе, к нам в клуб пришла девушка Лена Кривошеева, молодая женщина, которая увлечена разработками схем по именно этой программе, по фотографиям. Ну вот Лена в фотошопе все это подчищает. Вот здесь, видите, уже вот этих вот таких углов на лице не видно, темных. То есть она их отработала, подработала, и получается вот такой вот портрет красивый. И мы решили провести выставку, и на выставке представить именно вот вышитые по фотографиям картины по разработкам Лены Кривошеевой. Это вот у нас начало только Марина начала вышивать. Здесь ее доработали, как артистка получилась. Здесь уже вот Наташа вышила свою дочь. Здесь вот уже, видите, даже глаза, все видно. Очень красиво, очень получается. Ну, копия прямо по фотографии. И довольно-таки интересно. А здесь вот уже
вышитая. Это дочь Валентины нашей. Здесь она уже законченная, полностью все отработанная, доработанная была. Наташина дочь. Вот посмотрите, фотографии. Вот здесь вот руки, ну, некрасиво, правда, вот как-то, ну, сделать по ней схему, неинтересная будет схема. Поэтому Лена в фотошопе доработала ее. И вот, пожалуйста, яблоневый цвет. Фотографию, лицо немножко повернула она, и совсем другой вид. Вот Наташа будет ее вышивать. Совсем другой вид получается. То есть мы этим теперь гордимся. Ну, вот такая вот будет уже разработка у меня. В основном везде и мужские, и женские блузки вышиты черно с красными нитками. Это украинский мотив или ты сама Украинский. Украинский Да. хор у нас называется «Жеральдо», родничок. Откуда украинский? У девчонок кофточки взяла, несколько штук разложила, выбрала то, что мне надо, то, что мне понравилось. Вот у одной эти цветочки взяла, у другой вот эти цветочки взяла, у третьей вот эти цветочки взяла. А это я вообще сама придумала. В каком-то журнале нашла, добавила немножко. Очень красиво. Любимое занятие дарит им вдохновение, счастье и даже умиротворение. Долгожданный внук. Так долго ждали. Я решила ему сделать подарок. Так как у него все есть, я решила сделать так, чтобы на всю жизнь от бабушки остался подарок. Свидетельство о рождении. Красиво оформить и повесить на стену. Это на всю жизнь. И когда ему будет уже 100 лет, Да. Он вспомнит свою вспомнит. бабушку. Или он хочет разработать на себя гороскоп, пожалуйста, здесь все и время рождения, и дата рождения. Решили на выставке, значит, выставить портреты, которые создает наш компьютерный гений клубный Лена. Велели принести фотографии. Ну, я вот выбрала фотографию у дочери, у нее очень хорошие художественные фотографии были. Очень точное сходство. И мне это доставляет большое удовольствие вышивать и смотреть на них. Каждый человек хочет свой след оставить в жизни, да, и сделать много-много приятного для окружающих. Крестик является оберегом для дома, для семьи. Например, чашечки, в центре чайничек, имена членов семьи, и это как бы оберег дома является. Я вышивала такую картинку, и до сих пор все нормально, все хорошо в доме. Иногда бывает такое, что вот начинаешь работу, но не идет. То есть вот какой-то нужен или настрой, или какой-то сверху вдохновение какое-то, или команда какой-то сверху нужна команда, что давай вышивай, давай заканчивай ее. Вот это тоже очень интересно. У вышивальщиц есть свои интересные приметы. Загадываешь желание, вышиваешь картинку. Захотел машину, вышил машину. Захотел дом красивый, вышиваешь особнячки. Очень интересная примета. Есть такая фирма Dimensions, которая выпускает наборы. У них есть 3 ангелочка. 100% работает. Вышел ангелочков, будет детка. То есть бездетные женщины вышивают ангелочков, работает на 100%. Захотел карьеру, вышиваешь лошадь. Тоже работает, по себе скажу. Вот. То есть и еще одна такая вот хорошая примета. У нас есть домашние... Замуж вышиваешь единорога. Единорога или пионы, или еще пионы, что-то. да. Пионы, А еще у нас замуж. есть домашние животные. 2 домашних животных. Это хомяк и жаба. Жаба сохраняет домашний бюджет. А хомяк все тащит в норке. Ниточки, наборчики. И вот чем больше норка, тем спокойнее душа у вышивальщицы, тем раскормленнее у нее хомяк.
Казалось бы, нет ничего проще вышивки крестиком. Однако в этой работе важна не только каждая деталь, но и правильно подобранные иголки, нитки, канва, пяльцы, ножницы, изнаночные узлы, композиция рисунка. Торжественно клянусь своей иголкой, и пяльцами своими я клянусь. Клянусь канвой я белую и черной, и маркером, и лупой я клянусь. Клянусь наборами с символьной картой и схемами от разных фирм. Клянусь я ножницами с их различной формой, что так умеет аккуратно ниточки подстричь. Клянусь я креслом, где балдея вышиваю, ночами творческих раздумий я клянусь. Клянусь программой я в ПМке и схемой, разработанной в ней. Клянусь я нитками от ДМС и гаммы, красивой изнанкой я клянусь. Свой опыт, навыки, умения всем начинающим я передать клянусь. Клянусь полотнами, что вышиваю, и рамками, которые для них подобрала. И всем торжественно я заявляю, что верность к вышивке я пронесу через года. У вышивки тысячелетняя история. Этот уникальный вид рукоделия возрождается и развивается, обогащаясь новыми техниками в народном клубе «Шедевр». Любой оттенок. Вот поменяла цвет нитки, меняется цвет символа самого значка. Когда вышиваешь по бумаге, этого, конечно, сделать невозможно. И получается, что погрешность и возможность сделать ошибок гораздо больше. Это все вот в процессе работы используешься, все остальное приглушается, остается только то, что в данный момент делаешь. На маленьких пяльцах, кто-то на больших вышивает, мне удобно на маленьких. Я передвигаюсь по схеме, вот начинаю всегда снизу. Мне нравятся многие картины, но я первый раз в таком стиле вышиваю, и людей как-то не вышивала. Мне вот понравилось, я уже одно танго вышила, и так как хочется еще вторую пару к ней вышить, нашли вот с девочками вместе вот такую еще схему, и мне она очень понравилась. Здесь такая экспрессия, движение, сам танец. Вот захотелось мне его перенести и показать нитками. Как прекрасно, когда у человека есть увлечение, азарт, мечта и конкретные цели. И все вы вот такие вот удостоверения получите, и можете спокойно приходить на наше заседание.